Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Лед продолжает движение по рекам Якутии. Продолжается борьба с лесными пожарами. Озвучим свежие данные. Открыта паромная переправа из Якутска в Нижний Бестях. Пока идут пробные перевозки, когда переправа заработает в полную загрузку. В селе Бердигистях началось строительство школы на 550 учащихся, когда завершат объект. Лед на реках Якутии продолжает движение в соответствии с прогнозами. Активная фаза ледохода на реке Лени проходит по территории Жиганского и Булунского районов. До критических отметок по уровням воды более 100 сантиметров 28-29 мая ледоход ожидается у поселка Кюсюр Булунского района. Вскрытие реки в устьевом участке в первой декаде июня. На реке Ленек ледоход также проходит в Булунском районе. В ближайшие 2-3 суток лед достигнет поселка Таймылыр. На реке Колыме обстановка также не вызывает опасений. Активная фаза ледохода на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. Вскрытие реки у поселка Черский ожидается в начале июня. Тем временем 6 лесных пожаров в регионе ликвидированы за сутки. По данным авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Тампонского районов продолжает действовать 12 очагов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет почти 15 тысяч гектаров. На тушение привлекалось 235 человек и 14 единиц техники. Составлено 5 административных протоколов, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 88 человек. В 10 километрах от населенных пунктов действуют 4 природных пожара. Но в Мирном накануне ощущался запах гари и дыма. По данным сайта Сканекс, в Мирнинском районе нет термоточек. Но, по словам сотрудников республиканского МЧС, запах дыма в Западную Якутию принес ветер из Нюрбинского улуса. Там на сегодня активно несколько лесных пожаров. До населенных пунктов огонь не доберется. Напоминаем, что по оперативным данным авиалесоохраны на утро было зафиксировано 5 действующих пожаров на территории Нюрбинского района. На всех пожарах производится тушение подразделениями Рослесхоза и привлеченным местным населением. В ближайшие сутки-двое пожары будут локализованы и в дальнейшем ликвидированы. В Тампонском районе объекты жизнеобеспечения готовят к пожароопасному периоду. Там летом проводят месячник пожарной безопасности на объектах ЖКХ. Подробности учений у Марии Винокуровой. В Ханты-Геннегатильной, в зоне обслуживания которой весь микрорайон каменной застройки, прошли масштабные учения. Была сымитирована особо опасная ситуация с вероятным возгоранием щитовой объекта. Сценарий подготовили достойный фильма о техногенной катастрофе. Персонал действовал четко по инструкции. Позвонив диспетчеру, сотрудники обесточили здание. Пожарная машина прибыла через 3 минуты. Коллектив котельной слаженно все провел свои действия, связанные с этим поводом. Оперативно приехали пожарная служба в течение 3 минут. Эти учения мы проводим ежегодно, чтобы коллектив котельной свою бдительность проявил, чтобы не боялись ничего этих вещей. Да, это может возникнуть, и чтобы были всегда наготове. В рамках месячника пожарной безопасности организованы субботники по очистке территорий организации предприятий в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы. Филиалом сформированы дружины по тушению лесных пожаров в количестве около 30 человек. Создана необходимый запас медикаментов. Проведены работы по очистке территорий на объектах ЖКХ, на котельных, на водозаборах, очистных сооружениях и складах. Также организованы обучение работников пожарной безопасности. Приведены в исправное состояние установки автоматической сигнализации, система оповещения людей о пожаре, пожарных гидрантов. Месячник продлится до 10 июня. Мария Винокурова, Богдан Тьянич, Хандыга, Тампонский район.
Игнатьева населения продолжается в республике. Пункты для получения вакцины открыты повсеместно. Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева разъяснила права и обязанности во время вакцинации. Так, работодатель вправе запросить данные о прививке от сотрудников, а работник должен явиться в прививочный пункт за консультацией. Там он может получить прививку от коронавируса или оформить мотивированный отказ. Также можно предъявить медицинский отвод, отметила Игнатьева. Администрация Ленского бассейна открыла паромную переправу по направлению Даркалах-Нижний Бестях. Однако отмечается, что на реке Лени на участке от Алекминска до Сангар еще наблюдаются остаточные явления и льдины. С прогнозами ознакомит Юрий Осипов. Паромы уже готовы к навигации. Также получены все разрешительные документы, но свои коррективы внесла погода. Так, по сообщению Министерства транспорта, ледоход на реке Лени усилился до уровня среднего. Мы подготовили наш теплоход к навигации 2021. Все основные характеристики, заданные в судоремонт, выполнены. Теплоход подготовлен к навигации. Погода у нас немножко сыграла. Образовался затор в районе Покровска, который потихоньку расформировывается, и вот этот лед весь спускается. И дабы не рисковать пассажирами и теплоходами, поэтому мы немножко ждем, взяли паузу. Паромная переправа Даркалах-Нижний Бестях фактически открыта, но паромы пока не могут начать движение из-за остаточных после ледохода явлений. На Даркалахе наблюдается также у причала скопление льдов, поэтому пока паромы базируются, отдельные паромы базируются на территории Ичпорта. В целом на участке Якутск-Нижний Бестях у нас планируется задействовать, создается единая управляющая компания, планируется задействовать 10 паромов на 5 причалах. В пиковые нагрузки будет задействовано до 12 паромов. Еще в прошлом году со стороны Якутска в тестовом режиме был запущен накопитель на 100 машин. А это весной со стороны Нижнего Бестяха подготовлена площадка для накопителя уже на 170 легковых авто и 42 грузовых. Чтобы избежать очередей, транспортные потоки будут разделены. Всю информацию о рейсах можно увидеть в приложении «Умный паром». Здесь есть не только расписание движения паромов, но и информация о тарифах и даже онлайн-карта, на которой можно увидеть, где на данный момент находится тот или иной паром. Благодаря этому можно даже удаленно спланировать свой приезд на переправу, чтобы не тратить время в очередях. Первые паромы на переправе Даркалах-Нижний Бестях начнут движение, как только ледовая обстановка стабилизируется. На участках Махсугалох-Качекацы и Сотинцы-Кангаласы открытие паромных переправ ожидается уже в ближайшие дни. Юрий Осипов, Илья Сыромятников, Якутск. Опубликованные тарифы на паромную переправу по маршруту Якутск-Нижний Бестях в навигацию этого года. Максимальные цены на перевозку пассажиров, транспортных средств и грузов на паромах не повысятся. Так, проезд взрослых пассажиров и детей старше 10 лет обойдется в 122 рубля, за детей от 5 до 10 лет 62 рубля. Перевозка грузового автомобиля стоит от 405 до 1660 рублей в зависимости от грузоподъемности. В случаях завышения утвержденных тарифов Госкомцен Якутии просит сохранить платежную квитанцию и сообщать в ведомство. В селе Бердигестях началось строительство школы на 550 учащихся. Объект строят по программе муниципально-частного партнерства. Отметим, такой опыт один из первых в республике. Трехэтажную школу возводит компания «Союз Инвест». Площадь строительства составляет 2800 квадратных метров. Также проведут благоустройство территории, построят игровые, спортивные площадки и коробку для мини-футбола. На объекте трудятся 30 работников. Ввод планируется в октябре следующего года. И на данный момент выполнены работы по цокольному этажу и дальше продолжаем выше нуля. Сейчас ведутся работы по установке колонн, монолитов. Дальше на этой неделе мы уже начинаем приступать к армированию плиты перекрытия. Отсюда начнем. Ну и дальше по этажам. Развитие волонтерского движения в Якутии. В Доме правительства Министерство молодежи и социальных коммуникаций республики подписало соглашение на предоставление гранта, в частности, на реализацию проектов всероссийского конкурса «Регион добрых дел». Конкурс проводится ежегодно для некоммерческих организаций в рамках регионального проекта «Социальная активность». Его целью является вовлечение граждан в добровольческую деятельность. Как учебный центр мы занимаемся именно подготовкой волонтеров, потому что
И вот наш проект как раз он нацелен на развитие волонтерства в области поиска пропавших людей и оказания первой помощи. Будет создана школа лидеров «Саха-Спас». Это, собственно, командиры поисковых групп и отрядов. Школа волонтеров первой помощи численностью 320 человек. Будет внедряться инновационная технология обучения, массовое обучение оказанию первой помощи. Life Wrestling. Это организации, которые направлены в развитие волонтеров Республики Саха-Якутия. Вы знаете, что у нас и по указу президента нашей страны, и в целом по настоянию нашего населения, скажем так, мы волонтерство поддерживаем. Сумма соглашения – это более 5 миллионов рублей. Здесь львиную долю нам оказывает федеральный центр. И вот благодаря этой сумме, благодаря этим проектам мы в республике еще усилим развитие волонтерского движения в Улусах, в районах и в городе Якутске. В детские сады Алданского района в сентябре впервые пойдут более 200 ребятишек. Сейчас родители оформляют документы, в департаменте образования выдают путевки и говорят, что места хватит всем. Так ли это, выясняла Татьяна Вахнина. Младший сынишка Валентины осенью пойдет в садик, и сейчас мама получает путевку у специалиста департамента образования. После оформления документов надлежит пройти медосмотр. Требования Валентина знает, а волнение перед вступлением ребенка в важный жизненный этап не испытывает. Да нет, не переживаю. Третий раз уже точно переживать не буду. Да, путевки вроде как обычно получаем. Пришли, получили. Все быстро. Осенью в детские сады Алданского района придут порядка 500 малышей. В настоящее время идет распределение и выдача путевок в дошкольные учреждения. Длинной очереди к специалисту, как в прежние годы, уже нет. Это обстоятельство связано отнюдь не с пандемией. Вопрос очередности в детские сады утратил былую остроту. Места получают все. Вообще мы планируем выдать 230 путевок. Ситуация очень спокойная. Как вы видите, родители без всякого ажиотажа приходят и спокойненько получают путевки. Даже, я бы сказала, спокойнее, чем в прошлом году. Мы все скомплектовали, и все родители, кто желает пойти, попадут в детский сад. Родители – это двухлетки и полуторки. Мы набираем в этом году детский сад «Ромашка» и детский сад «Снежинка». В департаменте образования направление в детские сады получают жители Алдана. В поселках вопрос устройства чада в дошкольное учреждение родители решают заведующими. Очень спокойно они обращаются к руководителю детского сада, и они получают процедуру та же, они получают путевки, но только уже непосредственно у руководителя дошкольной организации. В сентябре Ольга поведет дочку в садик в первый раз. Девочке исполнилось 1,5 года, и она отправится в ясельную группу одного из городских детских садов. Насчет сложностей, с которыми бывает сопряжен адаптационный период, мама не переживает. Нет, не боимся. Девочка у нас шустрая, хорошая, общительная, так что не боимся. Стали в детсадик через госуслуги. Взяли. Будем в сентябре идти. В Алданском районе действуют 26 дошкольных учреждений, 9 из которых городские. Основной этап распределения путевок продлится до конца недели. Затем состоится докомплектование. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.